Мы продолжаем. 16 марта постоянному представительству Якутии при президенте России исполнилось 100 лет. В этот день состоялось возложение цветов к бюсту первого постпреда Максиму Кировичу Амосову. Теплые встречи с теми, кто в разные годы работал в постоянном представительстве и внес свой вклад в развитие постпредства и Якутии в целом. Ну а главным событием векового юбилея стало торжественное мероприятие в Музее современной истории России. Там гостям представили музыкальное произведение постпредства. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Постоянное представительство Якутии – форпост нашей республики в столице. И, конечно, вековой юбилей постпредства – это не просто круглая дата, а прежде всего огромный пласт событий, которые отражают взаимоотношения республики и центра, представление интересов якутян в столице страны. Сегодня постоянное представительство республики при президенте Российской Федерации продолжает сохранять и приумножать традиции своей работы, заложенные 100 лет назад. Стабильность экономики региона, сохранение темпов развития, оперативное принятие ряда социально-экономических мер всегда стояли и стоят у постпредства на первом месте. Даже несмотря на тяжелые испытания, например, в период распада Советского Союза, когда смена общественного строя поставила под удар практически все, представительство выполнило все поставленные задачи. Никто не ожидал, что Советского Союза не будет. Ну вот, и вот в этом хаосе мы должны были сохранить свою республику. Мы смогли добиться повышения статуса. Была автономная республика, она стала республикой. Это было признано на конституционном уровне. Это достижение очень большое. Лидеры политики, мастера дипломатического искусства. Юбилейное торжество объединило и постпредов разных лет, и сотрудников представительства, которые внесли свой вклад в развитие всей Якутии. Старая гвардия присутствуем. Я отработала 10 лет в постпредстве. Это были самые, по-моему, лучшие годы в моей жизни работы. Мы приходили на работу как на праздник. И сегодня праздник для них, кто работал в постпредстве, кто не спал днями и ночами, трудился, не покладая рук. Для собравшихся настоящим подарком стал концерт живой классической музыки с презентацией песни целого гимна постпредства «Якутск-Москва. Соединенные сердцами». Якутск-Москва, соединенные сердцами, верность дружбы сохраним веками. Концерт классической музыки открыл целый цикл мероприятий, посвященных столетию постпредства, а также вековому юбилею якутской автономии, 125-летию Максима Кировича Амосова и 390-летию вхождения Якутии в состав России. 24 апреля состоится большое торжественное собрание общественности Москвы и других регионов. 30 июля это традиционный, но юбилейный в этом году ИСЭХ, который пройдет в парке Коломенское. И сразу после этого неделю мы будем презентовать республику в Манеже. Осенью традиционно в Большом театре состоится спектакль, и в декабре состоятся Дни Якутии в Федеральном собрании нашей страны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.